Учитель русского языка и литературы Спанкулов Фарида Бакетовна. Мой урок. 7 класс. Тема урока. Расул Гамзатов. Журавли. Цель обучения. Определять основную мысль текста на основе ключевых слов и словосочетаний. Критерии оценивания. Выделять ключевые слова, словосочетания прослушанного текста. Определять тему и основную мысль произведения на основе ключевых слов. Отвечать на вопросы. На Кавказе существует поверье, будто павшие на поле сражений воины превращаются в журавлей. С древних времен люди относились к журавлям с уважением. Удивителен факт, что у разных народов журавль всегда занимал почетное место священной птицы. А кто из вас знает, что символизирует журавли? Предлагаю вашему вниманию аудиозапись стихотворения «Журавли». Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю эту полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры, с времен тех дальних, летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Сегодня, предвечернюю порою, я вижу, как в тумане журавли летят своим определенным строем, как по полям людьми они брели. Они летят, совершают путь свой длинный и выкликают чьи-то имена. Не потому ли с кличем журавлиным от века речь аварская сходна? Летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Какое впечатление оно на вас произвело? Что особенно запомнилось? Теперь словарная работа. Сизый. Темно-серый с синеватым оттенком. Клин. Сужающийся заостренный конец. Выкликать, звать кого-либо. Общее задание. Запишите ключевые слова данного стихотворения. Находясь в Японии, Расул Гамзатов увидел известный памятник белым журавлям в Хиросиме. Ему рассказали историю о девочке, ставшей жертвой последствий ядерной бомбардировки, и так не успевшей вырезать из бумаги 1000 журавликов. Поэт был потрясен этой смертью. Здесь же, в Японии, он получил телеграмму, в которой сообщалось о кончине его матери. Гамзатов вылетел в Москву и в самолете, думая о матери, вспомнил и умершего отца, и погибших на войне братьев. И та хиросимская девочка с бумажными журавликами не уходила из памяти. Вот так и родилось стихотворение. Стихотворение увидел в журнале «Новый мир» Марк Бернес. Переработав его при посредстве автора и переводчика Наума Гребнева, Бернес прочитал его Яну Френкелю и попросил его написать музыку. Так появилась песня. Она зажила своей полнокровной жизнью и обрела мировую популярность. Песня «Журавли» в исполнении Марка Бернеса. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда, а
превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому, как часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. В честь журавлей Расула Гамзатова воздвигнуты памятники. Их десятки. В России и в Украине, в Узбекистане и на Алтае, в Калифорнии и в горах Кавказа. Индивидуальная работа. Написать синквейн на одну из тем «Солдаты. Память журавлей». Рефлексия 3М. Назвать 3 момента, которые получились хорошо в процессе урока. Предложить одно действие, которое улучшит работу на следующем уроке. Домашнее задание. Выучить наизусть стихотворение Расула Гамзатова «Журавли». Урок закончен. Спасибо за внимание.